Добрый вечер. В эфире самое время, значит, впереди приятные диалоги и интересные гости. В студии Карина Тамаева. И Аслан Санакоев. Очень рад, очень рад. Карин, сегодня важная дата, я уверен, ты знаешь, о чем я говорю. Разумеется, знаю и расскажу. Именно 30 апреля 1945 года советские солдаты водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. Это символизировало окончательный крах нацизма и, конечно, нашу победу. Именно. Здесь важно отметить, что бои в Берлине еще продолжались. Тем не менее, под обстрелами группа из 3 солдат понесла наше знамя. Возглавляла старший сержант Иванов. Его смертельно ранило. Но боевые товарищи дело закончили. Сержанта Егорова и младшего сержанта Канталя однополчанам прикрыть удалось. В результате над Берлином затрепетал красный флаг, знамя нашей победы. И на этой ноте мы начинаем. Карин, если задуматься, нам вообще очень повезло, потому что Северная Осетия — это регион, невиданных красот. Здесь, согласись, пейзажно-горный массив открывается практически из любой точки города. Тут и не поспоришь, Аслан, да, шарма и колорита хоть отбавляй. Но в этом есть и серьезные нюансы. Там, где горы, всегда будут и лавины с камнепадами, и те, кто от природных катаклизмов нас оберегает. Через минуту поговорим об этих людях, но сперва немного вводной информации. Только с начала года в районах Северной Осетии зафиксировали около 43 лавин. К слову, лавиноопасность сохраняется и сейчас, практически в конце весны. Да, а еще важно учитывать, что в сезон проливных дождей случаются оползни и камнепады, в связи с чем на некоторых территориях республики еще и есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций. МЧС Северной Осетии призывает быть внимательнее и осторожнее. К слову, о тех, кто нас оберегает от подобных катаклизмов. Северо-Кавказский горно-металлургический институт получил грант в размере 3 миллионов рублей на создание карт и кадастров лавин, а также солевых очагов. Благодаря средствам специалисты смогут провести исследования, сформировать необходимую базу знаний и организовать работу на перспективу. Для республики это важный шаг. А подробнее о том, как будет реализовано средство и какие задачи стоят перед специалистами, поговорим с нашим гостем в студии Алан Кортиев, доцент, кандидат технических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой организации и безопасности дорожного движения СК ГМИ. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Алан Ливанович, вопросов сегодня много, и первый из них, какая вообще основная цель реализации вот этого проекта? Целью проекта является разработка карт и кадастров лавинных и селевых очагов по всей территории нашей республики. Поскольку наша республика, это, можно сказать, 80% горной территории и горные дороги. То есть глобально проект по всей делается... республике мы будем исследовать горные дороги, особенно нами будет обследоваться это Транскам, который наиболее лавиноопасный участок, где очень много лавин сходит. На сегодняшний день, как Аслан подметил, там уже сошло около 40 лавин, в этом году только. Это будет Мамисон, который мы уже разрабатывали, и, естественно, Дегорское ущелье и дорога на Ларс. Дорога на Ларс более благоприятная, нежели Транскам. Ага. А эти 2 дороги – это дороги, соединяющие Россию с Азией. Да. Это наши транспортные коридоры. По сути, ведь подобные карты есть у МЧС. Как я понимаю, они нуждаются в серьезной доработке еще. Они, во-первых, у МЧС, будем прямо говорить, у нас с ними был диалог. Они нас очень поддерживают. Спасибо и Харнаужему. Особую благодарность хочу выразить еще и Иванову Николаю Николаевичу. Они нас очень поддерживают, но их карты нуждаются в доработке. Вот мы им предоставили в этом году карту лавинных и селевых очагов по именно Мамисону. Они довольны. Ага. Наверное, Новая, свежая карта. Да, я вот тоже об этом подумала, да, что, наверное, их карты, они, может, устарели где-то, может, их надо доработать. Понимаете, с каждым годом можно сказать, что с тем, что рельеф меняется, особенно горный, эти
лавинные очаги и селевые очаги, они меняются. Да. Допустим, на Чертовом мосту, это за пунктом пропуска Загромак, там да. построили лавинозащитную галерею. Там последние 2 года не сходила вообще лавина. А до этого даже в год по несколько раз она сходила. Это же от осадков зависит. И от рельефа склона однозначно. Работа предстоит прям масштабная. Да. Правильно понимаю? Сколько в целом времени сейчас уже специалисты планируют затратить на создание необходимой базы? Но мы хотим уложиться в 3 года. Амбициозно, верим, что все удастся. А относительно того, каким образом все это финансируется, 3 миллиона, о которых мы сказали, это только Это республика выделяет. Плюс к этим 3 миллионам нам выделяет еще Российский научный фонд. Мы подавали грант. И выиграли его. И там от республики идет софинансирование и с Российского научного фонда. Я хочу выразить огромную благодарность руководству нашей республики. Они, как никто, понимают, что у нас горные дороги, и нам это надо. Ну, Безусловно. это просто необходимо. Знаете, такой момент, а как вы понимаете, мне интересно с точки, я не знаю, технологий, методики вашей, да, как вы понимаете, где расположен селевой очаг? То есть вот что вот здесь, может быть, надо изучать, или... Я не знаю, то есть у вас какие-то вспомогательные приборы есть? Естественно, у нас и вспомогательный прибор есть. У нас это все будет составляться при помощи квадрокоптеров. Ага. Ну, так как у нас все лавины почти сходят за территорией погранзастав, это квадрокоптер, это уже серьезный инструмент. Да. Ну, на это разрешение надо. Ну, бумажной волокиты больше бывает. Но это все стоит того, чтобы побывать в горах. И Все досконально изучить? Конечно. Да. А потом еще это и Карты, все это в на бумажном бумаге, все, варианте. да. В поле работы предстоит ведь не меньше. Там бывают маршрутные исследования, космоснимки мы используем, использование лавинных датчиков. Много технических приемов. Поняла. Если немножечко уйти вперед и спрогнозировать тот период, когда уже проект будет успешно реализован и запущен, как это будет выглядеть примерно? Ну, это будут карты селевых и лавинных очагов масштабом 1 к 10 тысячам. Это общие карты. А именно непосредственно, где большая вероятность схода лавин и селей, это уже будет 1 к 5 тысячам. Где будут обрисованы именно селевые очаги, именно лавинные отложения, зона зарождения этого всего. У меня родился еще один тогда вопрос. Если все зависит от осадков, то, получается, эти карты постоянно нужно будет обновлять. Правильно понимаю? В принципе, раз в 10 лет точно. А, вот так. Это Все-таки есть нормально промежуток тогда, да. такой. Да. Очень интересно. Так, а относительно, может быть, каких-то новых знаний, новых разработок, что-то вот подобное будет применяться? Вот вы про Искусственный БПЛА интеллект? сказали. Например. Ну, искусственный интеллект – это вот на данный момент, вот когда мы по Мамисону работали, нами совместно в нашем вузе есть кафедра промэлектроники. У нас с ними были разговоры о том, что мы должны придумать что-нибудь типа лавинных датчиков, которые будут определять по массе снега, как и что там. Есть опасность схода лавины или не будет его.
Интересно. Знаете, Алан Ливанович, всегда очень интересно еще узнать про людей, которые работают над тем или иным проектом. Наверняка это большая, а может быть и наоборот, очень маленькая, ценная команда, которая днем и ночью работает над тем, чтобы проект Планов был. у нас громадье, как говорится, с кем нам работать. У нас мы будем работать с Нальчинским геофизическим институтом, с нашим геофизическим институтом при Российской академии наук. Это вот два наших основных. Потом есть в России региональная селевая ассоциация в МГУ. И также лавинная ассоциация тоже в МГУ. То есть география, конечно, очень широкая. Да. А будете ли вы подключать студентов к этой работе? Конечно. Ага. Молодым ученым всегда у нас дорога. Зеленый свет. Как меня в свое время подключили. Да. А вот немножко о том, как вас подключили. Вы ведь, по сути, начали заниматься делом, как вот в продолжении дела своего отца. Да. Не могли бы вы немного поподробнее об этом рассказать? Ну, я в 96-м году прошлого столетия закончил свой альма-матер из КГМИ, строительный факультет. А мой отец всю свою сознательную жизнь посвятил Транскаму. И потом он начал преподавать. После моего окончания почему-то не так обидно стало. В ГМИ. И отправил он меня работать. Был у нас тогда мостоотряд 98 под руководством Азнаурова. И вот они были давние друзья, и они меня решили отправить на Транскам, строить галерею. Так что я в эту стезию пришел после практики. Как у нас у осетин говорят, пастинский лавина – это же зай. Да. О, да. И я побывал под двумя зайчиками. Да вы что? Так что вот я и продолжаю дело своего отца, так сказать. И очень я Хочу оберегать всех на горных дорогах. И кандидатская у меня была половина защитным сооружением. Бог даст, и докторскую защитим. Будем ждать. Да, Пусть только мы это будет уверены в еще этом. один повод для того, чтобы вас сюда пригласили. Спасибо. Да. Знаете, может быть, даже аналогичные проекты уже есть в пределах нашей страны, они реализованы. Будете ли вы опираться на их опыт? Может быть, что-то интересное вы для себя у них почерпнете, увидите, заберете? Знаете, я вот интересовался, я же общался с людьми, разговаривал по поводу этих карт. И по большому счету таких обширных карт нету. Ни по России, ни даже в мире. Мы будем претендовать на ноу-хау. Очень радует. А в связи с тем, что, по сути, это будет настолько масштабное и событийный такой проект, нет ли каких-либо предложений или мыслей о том, как вот дальше это развивать? Пока что в масштабах республики надо сделать. Ну, мы сделаем то, что в наших силах, а там это уже, понимаете, мы будем дальше работать, решать этот вопрос. Но, как говорил Суворов, теория без практики – это мертва, а практика без теории – слепа. Мы будем предлагать научный подход к этому вопросу. А практику у нас уже должны будут Минтранс, Миндор. Алан Ливанович, МЧС. мы вот сейчас разговариваем, да, эту тему обсуждаем, и не хочется никого, наверное, наши зрители, я не знаю, чтобы не переживали. Сейчас вы нас успокоите, насколько велика вот сегодня велик риск схода каких-либо лавин? Он есть? Если вот коротко в двух словах. На сегодняшний день Да. есть риск. Большой риск на Транскаме.
Особенно с перепадами погоды он связан. Ну, получается, вот то, о чем мы даже вначале сказали, он еще и сохраняется, вот этот риск. Мы очень будем надеяться, что ваш проект будет способствовать тому, чтобы уберечь население от каких-либо чрезвычайных ситуаций. Вам мы хотим сказать огромное спасибо за вашу работу. Ну и, конечно же, за то, что вы к нам сегодня пришли, рассказали, поделились. И мы вас всегда ждем. Спасибо. Спасибо. Удачи. Да. До свидания. Но у нас реклама на телеканале, не переключайтесь. Аслан, вот спорим, тебе понравится то, что я скажу? Давай проверим. В мае нас ждут целых 2 блока длинных выходных, по 3 дня каждый. Ну, во-первых, в честь праздника весны и труда отдыхаем с завтрашнего дня по 3 мая. Второй блок выходных в честь Дня Победы. Выходные продлятся с 9 по 11 мая. А звучит-то как хорошо. Да, Прям я хорошо звучит. знала, что тебе понравится. Да. Но я считаю, это значит только одно. Нужно планировать свои выходные уже сейчас. Послушай, Аслан, ну, нам, вот, например, жителям Северной Осетии, это особого труда не составляет. Вот я лично так думаю, да? Одно направление я тебе хоть уже сейчас могу сказать. Ну-ка. Собираешься и едешь на Мамисон. Вот надо, тем более погода планируется хорошая. Да, Да, хотя к бы слову, не снег. Именно. К слову Да. о самом Мамисоне. Летом там планируют открыть постоянную экспозицию работ известного нашего скульптора Владимира Соскиева. Вот скульптуры разместят в разных точках, и, как рассчитывают создатели, они станут новым магнитом для гостей региона. Такое мнение обозначил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшаков. На самом курорте также надеются, что выставка обретет постоянный статус. Да, это отличная новость. Кроме того, в планах запуск на Мамисоне выставки современного искусства. По словам Юмшанова, речь идет о мини-комплексе на базе сервисного центра. Сейчас экспозицию готовят совместно с коллегами из Владикавказа. Замечательно, мы летом сможем туда ездить. Ну или, Хоть как вариант, каждый я день. могу предложить курорты кавказских минеральных вод. Это интересно, но, Аслан, событие, на которое я хотела попасть, я не попала и уже не успею, как бы я ни хотела. Не переживай, Карин, в следующем году поедешь, но согласен. Кавказский инвестиционный форум – это масштабное мероприятие. Все 3 дня на площадке проходили встречи с федеральными партнерами, обсуждали ключевые проекты и подписывали важные для республики соглашения. Да, и наша съемочная команда активно работала на месте с первого дня форума. И наша коллега Диана Лалиева подробно пообщалась с Тамерланом Хлоевым, заместителем министра экономического развития Республики Северная Осетия. Аланя, давайте послушаем. Экономические точки роста обозначены, инвестиционные маршруты выверены. И по данным организаторов, с каждым годом объемы Кавказского инвестиционного форума увеличиваются. Свидетельство тому цифры. Так, в 2024 году было подписано 109 соглашений на 106 миллиардов рублей. А вот в прошлом году сумма инвестиций, поступивших в регионы Северного Кавказа, достигла 206 миллиардов рублей. Сейчас у нас есть возможность пообщаться с заместителем министра экономического развития Северной Осетии Тамерланом Хлоевым. Тамерлан Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. С самого утра, уже второй день у стенда Северной Осетии ведется плодотворная, объемная работа. Расскажите, довольны результатами ли? Я считаю, что результаты есть. Удалось реализовать многое. Наша площадка вызывает, как всегда, большой интерес. И этот форум – диалог между предпринимателями, бизнесом и инвесторами. Также большой интерес вызывает туризм. И в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» у нас в республике реализуется помощь предпринимателям на строительство модульных некапитальных строений, то есть это расширение номерного фонда. И на сегодняшний день мы перешли уже к реализации 2026 года. Это позволяет бизнесу масштабировать свои проекты, что дает республике новые рабочие места, экономику, налоги в бюджет республики. А в целом Кавказский инвестиционный форум – это же не только про деловые отношения, да? Здесь люди знакомятся, общаются, такой нетворкинг. Расскажите, как вам в целом обстановка? Да, конечно, здесь можно в неформальной обстановке пообщаться за чашкой кофе и обсудить многие проекты. И часто происходит общение именно за рамками стенда. И я считаю, что это тоже такой некий результативный формат общения, в котором многие участвуют, и это приносит результат.
Аслан, ну тут же я дополню, что на полях Кавказского инвестиционного форума было подписано более 15 соглашений нашей республикой. И да, такие форумы определенно точно способствуют развитию регионов. Аслан, точно просто надо было ехать, тем более сама атмосфера таких поездок, она очень важна, понимаешь? Понимаю, Карин, понимаю, но нынче путешествие – это дорогое удовольствие. Учитывая, что россияне начали чаще экономить, статьи расходов сокращаются на продукты питания, одежду, поездки и дорогостоящие приобретения. По всей стране наблюдается устойчивое снижение потребительской активности и переход граждан на модель разумного потребителя. Но это неудивительно. Неудивительно. Я вот уже молчу хотя бы я ничего не говорю о ценах на услуги ЖКХ, да, стоимости. Трудно с тобой не согласиться. А ты заметила, как сама начала экономить? Если честно, то да, цены сейчас какие-то, ну, безумно высокие, буквально на все. Именно. Нам стало интересно узнать, что говорят жители и гости республики. Давайте послушаем. Скажи, пожалуйста, стал ли ты экономить больше? Если да, то на чем? Я на себе не экономлю. Нет. Еще больше тратить? Нет, не стали, честно. Я стал чаще экономить на маршрутках, потому что подсчетами меня вышло то, что в день уходит сила, если ехать в колледж, выходит 60 рублей, и обратно тоже 60, получается 120. И после этого я подумал, что с дружбой можно ходить пешком и сэкономить 60 рублей за день. То есть ты выходишь раньше, чтобы дойти пешком? Не всегда, по настроению. А так обычно да. Нет. У мужа большая пенсия, и я тоже. Нам 100 тысяч хватает. Я уже экономлю. На всем, чем можно экономить. Если могу без этого обойтись, сэкономлю. Почему? Потому что коплю на что-то больше. Вы знаете, вот я, честно говоря, не контролировала себя с экономией. Но думаю, что если даже мы будем экономить, то государство нас опережает. Ну, приходится экономить в последнее время немножко. А на чем вы экономите больше? Ну, я перестал часто заходить на маркетплейсы разные. Вот там я экономлю. В последнее время я, наоборот, стала после учебы ходить в всякие кафешки уже. И больше тратишь, да? Да, можно так сказать. Нет, не стала. В принципе, я считаю, что нужно больше зарабатывать, а не больше экономить. На всем. В наше время на все. Я стал, да, больше экономить, особенно на коммуналку, на транспорт, цены на питание, на лекарства и на одежду. Вообще сейчас очень дорого все. Было бы что экономить, девочки. Да нет, не стала больше экономить. Вот. Может быть, от каких-то просто вещей отказались. В последнее время, да, потому что как бы чуть-чуть инфляция растет в нашей республике. Да нет, в последнее время особо не экономим. Так же живем, как и было, все нормально. Экономии нет никакой. А зачем вообще экономить? Все так плохо, все так плохо. Нет, я не знаю, просто это вопрос очень такой расплывчатый на самом деле. На одежде. Ну что, типа сейчас более рациональный подход какой-то. Ну не на еде же. Ну да, на еде И не на нет. путешествиях, конечно. Да, наверное, да. путешествия На каких-то важно. дорогих вещах, там какая-то техника, что-то еще. То, что Ну да, не да, да. нужно в первую... Ну, это не первая необходимость. Ну, мне так кажется. Аслан, я тут задумалась. Следующий свой опрос, когда буду снимать, я буду спрашивать, где и кем надо работать, чтобы комфортно жить и не экономить. Вот, кстати, часто об этом задумываюсь. Ну, слушай, резонно, но я считаю, здесь надо заниматься тем, что приносит удовольствие и пользу. Как, например, это делают студенты СОГУ. Они создадут игру для детей по мотивам осетинской сказки. Над игрой трудятся 4 студента факультета математики и компьютерных наук. Ага. Вся озвучка, я тут дополню, она будет на осетинском. Проект разрабатывается для сайта rusing.rf, где публикуют игры на родном языке для разных возрастов. Подробнее о проекте рассказал руководитель проекта. Давайте послушаем. Ну, сам проект у нас выступал как командная работа, чтобы обучить нас тому, как работают в больших компаниях, чтобы была команда. Мы сейчас работаем командой из 4 человек, и у нас есть разделение. В данный момент я в команде являюсь тимлидом, то есть главным. И вот еще у нас девочки. Я раздаю им задачи, в том числе я раздаю задачи себе, чтобы у нас все было честно. Их задачи были в основном это нарисовать как раз такие вот модельки мышек, создание заднего фона. Также были задачи озвучить
реплики, которые будут в дальнейшем добавлены в игру. Я же занимаюсь в основном сборкой игры, а конкретно объединением всем и написанием кода для игры. Данная идея возникла, во-первых, из-за того, что наши одногруппники также создали сайт Рузен.РФ, и как раз от МД поступило предложение, то, что есть книжка с осетинскими сказками, то есть небольшие сказки, и также она предложила создать по ним игру. Вот, мы посчитали эту идею хорошей и решили ее реализовать. Мы работаем уже полгода. В данный момент до конца проекта, для того, чтобы его полностью завершить, нам осталось где-то неделя-две, может 3, но это уже прям если что-то конкретно еще будут какие-то проблемы у нас. Неделю, 2 или 3, и все будет готово. Представляешь, знаешь, да. Аслан, мне кажется, что такие проекты – это всегда отличная возможность улучшить знание языка. Я с тобой полностью согласен, но, знаешь, в рамках нашего эфира, зная тебя, чего-то не хватает. Например? Ну, чего-то про искусство, может Ой, быть. Аслана, я была готова. Я рассказываю, что с 28 по 30 апреля в Северной Осетии проходил форум детских школ искусств Северокавказского федерального округа. Главная цель – сохранить и укрепить систему художественного образования в стране. В конференции участвовали представители Министерства культуры России и Федерального ресурсного центра. В центре внимания развитие региональных детских школ искусств, поддержка талантливых детей, привлечение педагогов и сохранение лучших учебных методик в сфере искусств. Дай угадаю, на этот форум ты тоже не успела. Именно так? Именно так, Аслан. У меня работы выше крыши просто, я ничего не успеваю. Но сегодня мы забываем сказать, что именно в этот день в стране отмечают День пожарной охраны России. И в их профессиональный праздник мы обращаемся к тем, для кого борьба с огнем – это не геройство, а работа. Спасибо за спасенные жизни, уцелевшие дома и леса. Я присоединяюсь к твоим словам. Большое спасибо. Ну а впереди у нас короткая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Аслан, вот спорим, что тебе понравится то, что я сейчас расскажу? Даже спорить не буду. Ну, давай. Ну вот смотри, сегодня, в эти минуты, во-первых, я хочу сказать, что я не заметил, как реклама прошла, да? Согласен. Но в эти минуты мы говорим о настоящем характере, да, о силе духа и боевом братстве. Минувшие выходные в Ставрополе прошли под знаком ярких спортивных баталий. Там завершились всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою. Турнир посвятили памяти героя России Марата Тибилова. И статус этих состязаний подтвердила география участников. Более 300 сильнейших бойцов из 8 регионов страны. Сборная Северной Осетии показала результат, который говорит сам за себя. 17 медалей, из которых 6 высшей пробы. Команда заняла второе общекомандное место сразу в 2 возрастных группах среди юношей 12-13 лет и 14-17 лет. Именно. Тому подтверждение Остинская школа армейского рукопашного боя, Карин. Да. Золото в зале. Максим Бондарев, Георгий Цхавребов, Герман Керчелаев, Сармат Сузаев, Эрик Губиев и Мохаммед Муалкия. Я надеюсь, я правильно произнес эту фамилию. Я тебе сразу скажу. Да. Муалки. Муалки. Ну что ж, в целом, я в себе не сомневался. В тройках призеров также оказались спортсмены Лаша Чохели, Сармат Тумаев, Роберт Качмазов и другие сильнейшие бойцы. Но, Аслан, за сухими цифрами титанический труд тренеров и несгибаемая воля спортсменов. И сегодня мы хотим поговорить о том, как воспитывают чемпионов с бойцовским характером. Сегодня с нами Энвер Ваньев, тренер Североостинского регионального отделения Общероссийской общественной организации Федерации армейского рукопашного боя России. Максим Бондарев, победитель соревнований, неоднократный призер соревнований разного уровня. А также Сармат Сузаев, победитель и неоднократный победитель и призер всероссийских соревнований. И Мухаммед Муалки, победитель, неоднократно призер различных всероссийских соревнований. Добрый вечер, здравствуйте, мы рады вас видеть. И, конечно, мы вас сразу поздравляем. И сразу я вижу ваши награды, они очень красивые. О них мы поговорим чуть позже. Как прошли соревнования? Энвер, начнем с вас. Мы только что озвучивали результаты, но если оценивать по 5-бальной, скажем, шкале, вот какую оценку вы ставите выступлениям ваших ребят? Ну, наши выступления мы оцениваем на все 5 баллов.
хороший результат. Мы собрали хороший урожай медалей, завоевали пояса. В основном наша команда была из новичков, ну, таких более-менее опытных ребят. Они тоже все очень хорошо проявили. На кого мы рассчитывали, все ребята в основном вышли в финалы, в малые финалы. Ну, все прошло хорошо. Очень отлично. Мухаммед, сразу с вами хочется поговорить. Турнир памяти Марата Тибилова – это не просто соревнования, да, не просто старты в нашем случае, это дань уважения герою. Насколько для спортсмена важно выступать на таких соревнованиях, где на кону не только медаль, но и память? Если конкретно говорить о данных соревнованиях, то на этих соревнованиях это был не просто старт для нашей команды Северной Осетии, а именно он имел для нас какой-то сакральный смысл. Нашей главной задачей было изначально, как только мы узнали о данных соревнованиях, показать высший результат, и у нас это получилось. Ну, это достойно, это достойно. Весьма. Давайте в целом поговорим о том, как прошли эти соревнования, о том, какие эмоции испытывали. Может быть, вы, ребят, расскажете нам, каково это было выходить на ринг, выходить на поле боя? Если честно, поначалу было очень волнительно. Перед тем, как ждал соперника, эмоции переполняли, волнение, страх. Но когда судья давал команду бой, уже не было времени до страха, нужно было побеждать. Ага. Сармат? Ну, перед соревнованием всегда есть волнение, но когда заходишь в бой... Уже пропадает все. Да, с холодной головой. Это похвально. У меня никогда так не получается, конечно, но все равно это очень-очень похвально. Энвер, сборная республики, она себя показала достойно. Вот скажите, это такой закономерный результат, это показатель системной работы федерации или, может, что-то другое? Расскажите вот про ваш подход, как вы готовите ребят. Нет, ничего другого нет, именно это системный подход. Мы выезжаем часто на всероссийские соревнования, побеждаем, то занимаем призовые места, общекомандные места. Ну, каждый тренер занят своим делом, и это дает свои плоды. С какого возраста у вас начинается отбор? Ну, отбор официально происходит с 12 лет, 12-летнего возраста. Это интересно. Хорошо. Мухаммед, мы видим 6 золотых имен. Вот вас, как спортсмена, хочется спросить, вот на ваш взгляд, кто из них сделал такой настоящий рывок, можно сказать, на соревнованиях? Я, Сорец Малки, Кричалаев Герман, Губиев Эрик и Сузаев Сармат. От нас, как от спортсменов, была ожидаема золотая медаль, так как мы уже находимся более 3 лет в сборной команде Республики Северная Осетия Алания. А спортсмены Бондаренко Максим и Цхавревов Батрас, они сделали действительно некий прорыв, взяв золотые медали. Напомните, сколько вы уже вот так занимаетесь профессионально или выступаете? Начала выступать около 3 лет назад. Ну, то есть все еще впереди, но и опыт уже у вас не маленький. Сармат, очень интересно еще один момент. Была ли ситуация на этих соревнованиях, которая вас сильно удивила? Может быть, какой-то напряженный случай? Вот вы так смотрели, наблюдали, может, до вашего боя? Ну, все соперники были, видно, опытные. Конечно, я не ожидал, что встречусь со своим одноклубником в полуфинале. Да вы что? Это меня удивило. Даже так? Это было, наверное, сложнее тогда. Да, самый сложный бой. Результат? Вы победили? Победили. Да. Но вам не сильно грустно, надеюсь, было. Каково это вообще, когда вдруг выходишь, и напротив тебя стоит твой товарищ, сокомандник? Ну, всегда хочется встретиться в финале. Но бывает так, что встречаетесь в полуфинале и выигрывает сильнейший. Очень интересно. Так, можно я с Максом? О чем речь, конечно. Пообщаюсь. Расскажите нам, пожалуйста, как вы вообще пришли в этот спорт? В этот спорт меня привел папа 2 года назад. Поначалу было очень сложно познать ударную технику, но благодаря упорствам, тренерам я смог. А вы помните свой первый день в зале?
Да, конечно, было очень волнительно, трудно. Эмоции, как бы, сначала было волнение, в конце тренировки, как бы, гордость за себя, что смог. Ага, это правильно, это очень важно. Вот. А уже дальше уже все пошло очень легко. Да. Вы ходили с удовольствием на все тренировки, ни одну не пропустили. Скажите, что нет. Нет. Классно. Правильный ответ. Энвер, позвольте теперь я вам задам вопрос. Если не секрет, давайте иначе. Известно, что хороший тренер – это редкость. И попасть к настоящему тренеру, к наставнику – это большое везение. И ребята, как правило, потренировавшись плотно, позанимавшись с таким человеком, они его запоминают, ну, прям на всю жизнь. На ваш взгляд, хватает ли нам сегодня квалифицированных кадров? На данный момент в нашей республике очень-очень много. Я даже скажу, все тренера очень достойные, грамотные специалисты, умеют работать с детьми. У них большой опыт в своих выступлениях. Они этот опыт им все это передают. Ну, хватает. Все ребята молодцы. И Это радует, безусловно, радует. А я еще вернусь обратно к соревнованиям. Обязательно. Да, Аслан, вот видишь, я вечно к чему-то тут возвращаюсь. Скажите, а для вас какой-то момент стал таким показательным, может быть, напряженным, опять же, да, когда вы сильно переживали во время, может быть, даже боя? честно говоря, Расскажите нам вот о все своих вот мои эмоциях. Да. финалы, полуфиналы, ну, это волнительно они бывают всегда. Хочется, чтобы твои ученики побеждали, выходили в финалы. Ну, я какой-то именно бой так не выделил. Все бои были зрелищные, красочные, напряженные. И пришлось там понервничать немножко за всех наших ребят. Все молодцы. Я вас понимаю, хоть... Ну, знаешь, конечно, наверное, с переживать. другой ведь стороны и неинтересно было бы. А тут вот Да, раз были да. такие схватки, значит, и соперники были достойные. И наши ребята, Подготовленные. значит, подготовленные замечательно. Это радует. Аслан, Прошу, опять. конечно, давай. Спасибо большое. Немного цифр, Мухаммед. Вы ездите на соревнования, вы видите все своими глазами. На ваш взгляд, сколько участников, да, на соревнованиях, спортсменов было, ну, например, года 3 назад, как вы сказали, 3 года назад вы начали выступать, и сегодня? На момент моих первых соревнований, повторюсь, это было 3 года назад, на соревнованиях всероссийских, проводящихся в нашем городе, участвовало всего лишь 100 человек относительно, это маленькое количество. А на сегодняшний день около 300. Ну, то есть хороший такой результат, мне кажется, прогрессивный, и будет еще больше становиться, или еще года через 2 будет 500. Мы наблюдаем как бы активный рост. Да, это радует, это безусловно. Ну вот, хотя нет, это, наверное, не тот вид спорта, в который надо девушкам идти. Это исключительно мужской вид спорта. Да, все, я поняла. А то я тут все, что у нас вот на эфирах бывает, там в космос полететь тоже хочется очень. Сармат, я опять вернусь к вам. Скажите, а вот родители ваши, они сразу поддержали? А вообще расскажите, как вы пришли в спорт? Вы сами или тоже родители вас привели? Не, я сам видел в Инстаграме. Которая запрещена на территории Российской Федерации, да, социальная сеть? Мне понравились видеоролики с тренировками. Да. И я пришел и начал заниматься этим спортом. Мама отреагировала поначалу, мне не нравился там этот спорт, но со временем смирилась. Ага, хорошо. Чувствуется инициативность. Это очень важно. Да, ну получается, что вы настояли на своем и все-таки продолжили этот путь. Хорошо, Мухаммед, вернусь опять к вам. Сколько раз в неделю вы тренируетесь? Каждый день? Я угадала? Да. Пожалуйста. Тогда подойду ближе к графику, наверное. Давайте. Ну, наш тренировочный процесс начинается с зарядки, естественно, как у любого спортсмена. Наша зарядка начинается в 7 утра и проводится около 40 минут. А затем учебный процесс, после чего у нас обеденная тренировка. И вечером мы можем просто побегать как бы для себя, исключительно в своих интересах, по желанию. Ну и так на протяжении 6 дней в неделю. Тяжело. Наверное, я бы...
Не просто, выдержала. явно. Энвер, если, к слову, вот о тренировках, наверняка тренировки выстраиваются по-разному у разных возрастов, и все зависит от степени подготовленности самих бойцов. Насколько сильно, вернее, тренировка вот новичка отличается от тренировочного процесса уже опытного спортсмена, например, как у Мухаммеда? Ну, все вы верно говорите. Ну, в общем, весь общий процесс тренировочный, он по его методике. Допустим, какую нагрузку дать можно взрослому парню, 12-летнему ребенку такую нагрузку не дашь. Она отличается по своим нагрузкам, по времени работы. Ну, вот такие моменты. А так общее, у них одни задания бывают. Также они все обучаются ударной технике, борцовской технике, тактической работе. Ну, в общем, все одно. Просто нагрузки немножко другие. Вот так. А вот мне еще с ребятами тогда хочется поговорить и узнать, что самое трудное бывает вот в ваших тренировках. Максим? В тренировках, если быть лентяем, все трудно. Но если поставить себе цель, на тренировках нет ничего трудного. Для меня лично самое трудное на тренировках – это силовая. Часто бывает, как-то не хочется, еще что-то, но понимаешь, если сейчас не сделаешь ее, то потом на соревнованиях придется тебе же огребать. Да. Знаете, я чувствую ваш внутренний такой стержень, и мне кажется, что мы еще с вами вот в этой студии тоже поговорим через несколько лет еще с какими-нибудь победами вашими. А вот там у вас медаль рядом с вами. Да. Можно вот мне ее вот так вот передать, пожалуйста? Я очень сильно хочу ее посмотреть, и еще нашим зрителям тоже показать. Спасибо. Вот, Аслан, спасибо большое. Да. Я пока сама поразглядываю, Конечно, а потом нашим зрителям покажу. Но пока давайте продолжим нашим бойцам задавать вопросы. Может быть, даже несколько неловкий вопрос вот сейчас прозвучит. Мухаммед, давайте начнем с вас. Без тренера таких побед не бывает. Расскажите немного про своего наставника. Какой он? Строгий, справедливый, спокойный? Мой наставник Мурат Равдан Гаджиевич, Магомед Гаджиев. Это человек, который, можно сказать, передал мне свой спортивный характер, и благодаря нему я научился некоторым качествам спортсмена, которые необходимы для того, чтобы быть чемпионом и как бы лучшим в своем деле. К таким качествам могу отнести стойкость к обстоятельствам, окружающим тебя, характер, как бы, то, что ты можешь выдержать как бы любые пути. Я отмечу, это и в жизни очень важно, и в армии тем более. Так? Да. Я очень рад, что так. Максим, может быть, и вы нам тоже расскажете о своем наставнике. Каков он, на ваш взгляд? У меня наставников несколько. О. Главные качества в них мне нравятся. Это спокойность, усердность, что тренер может объяснить без лишних эмоций ту или иную ошибку во время боя, тот или иной прием, но при этом всегда держит в тонусе своих бойцов. Это ценно, безусловно, в таком виде спорта, тем более. Сармат, а вы? Мой тренер Ваниев Энвер Анзорович. Так. Очень внимательный, справедливый тренер. К новичкам ни один спортсмен без внимания не остается. Очень приятно. Это очень ценно. Энвер, тут опять, да, вот не могу понять все-таки, в чем заключается такой секрет вашей подготовки. Это может быть какие-то ваши личные уникальные тренировочные методики, может ваш личный подход. Или это такая сила духа наша? Такого секрета нет особо, это просто трудолюбие, упорство, трудолюбие. Стабильность самое главное, чтобы они не пропускали тренировок, работали. И главное, все заключается в них самих. Их желание тренироваться, побеждать. И все. Там какие-то моменты мы уже там корректировки им делаем. Вроде все получается у них. Тоже, Мухаммед, вот вас еще хочется спросить. У вас команда, она дружная? Вот поддерживаете ли вы друг друга за пределами зала? Однозначно. Как за пределами зала, так и в самом зале, так и на, скажем так, арене. Да. Мы всегда поддерживаем друг друга, потому что самое главное, что должен спортсмен как бы иметь во время боя, это поддержка со стороны. Потому что, когда ты слышишь, что за тобой еще кто-то есть, то, что
за тебя болеют, то, что у тебя есть как бы сторонники, тебе намного легче, и снимается некий груз, так скажем. И намного легче бывает делать свое. Ну, мне кажется, что это очень ценно. И я, естественно, не могу не попросить вас вот рассказать про ваши пояса. Я вижу, что вот с передней стороны здесь фотография Марата Тибилова. Это навряд ли ваша первая такая награда. Ну, очень красивые они, да, Аслан? Тебе Очень тоже красивые, нравится? да, я сразу обратил внимание. Ну, тогда еще не могу не спросить, а что самое крутое, на зумерском языке скажу, но на современном, что самое крутое бывает в этом виде спорта? Это побеждать или видеть, как вы сами для себя, да, замечать, как вы растете? Или что это? Вот, Максим, я на вас смотрю. Для меня самое главное – это то, что я физически, морально развиваюсь. Многие родные мои радуются за меня. Ну, как бы… Что вы растете. Да. Вот это важно, вот очень важно, что вы это отметили тоже. Сармат, а скажите, а советуете ли вы своим, может быть, братьям, младшим братьям, друзьям идти в этот спорт? Ну, я посоветовал бы им идти туда, куда они именно сами хотят. Если они хотят, пусть рискуют, пусть то есть это все равно риск? Да. Интересно. Хорошо. А какая у вас самая большая спортивная мечта прямо сейчас? На данный момент самая большая мечта – это поучаствовать в международных соревнованиях по армейскому рукопашному бою. Представить свою республику, показать, что наши спортсмены многого добились и будут добиваться в будущем. И все у нас только впереди. Да. Мухаммед, а у вас? Одна из моих главных целей, я считаю, аналогично моему одноклубнику, это выступить на международной арене, представить свою республику. Я думаю, вот то, о чем вы сегодня говорите, да, главное не лениться, главное упорство, труд, идти только вперед, и все будет. Я уверена, оно тоже придет. Энвер, на ваш взгляд, сегодня главный двигатель для ребенка, чтобы он пришел в секцию армейского рукопашного боя, кто или что? Может быть, кумиры или победы земляков? Что их мотивирует? Вот, на ваш взгляд, вы общаетесь с этими детьми? Главное, у них у всех одно бывает, это желание стать сильным, какие-то волевые свои моральные качества подтянуть, усилить. Ну и вот в основном сильными, медали заработать, что-то повыигрывать, соревнования. Вот такие у них цели бывают. В основном стать здоровыми и вот выигрывать турниры. У нас остается совсем немного времени, вот-вот уже эфир закончится. Может быть, как наставник, как тренер, вы дадите какой-то совет или пожелаете чего-то ребятам? Да, я бы хотел пожелать молодому поколению, это, во-первых, слушать старших, не баловаться, не заниматься какими-то плохими вещами, посещать больше клубов, секций, больше заниматься спортом, учебой, быть сильными духом, сердцем, разумом. И вот все самое лучшее. И только вперед, конечно. Ни шагу назад. Спасибо большое. Вам огромное спасибо. Ребята, мы вас еще раз поздравляем. Ждем вас снова в нашей студии с еще новыми победами, еще большими. Да, Аслан, спасибо. Ты читаешь мои мысли. Стараюсь. Вам огромное спасибо. И удачи вам. Спасибо большое. Аслан, но все-таки срочный вопрос. Скажи, пожалуйста, я что-нибудь забываю? Ты-то не забываешь. А вот я еще хочу сказать, что в 21:00 коллеги из информационного отдела продолжат эфир телеканала с сводкой самых актуальных новостей. Ну и, как всегда, оставайтесь с нами и до новых встреч.